В январе следующего года в Якутске состоится очередная научно-практическая конференция среди школьников «Шаг в будущее», а пока в районах республики проходят предварительные этапы для отбора ее участников. О региональном этапе конференции в Нерюнгри расскажут наши коллеги. Тематика конференции более чем разнообразна. Участники представили свои проекты исследований по 14 различным направлениям, начиная с фундаментальных наук, математики, физики, филологии, биологии и химии и заканчивая прикладными, такими как робототехника, мода и дизайн. Примечательно то, что в новом амплуа докладчика смогли почувствовать себя и самые маленькие участники конференции. Я захотела этот проект, чтобы больше узнать о хорьках, каким привычкам он знает ставить, как за ним правильно ухаживать, и как его воспитывать и как его кормить. Целью моей работы было, чтобы я поделилась со своими друзьями из школы, как правильно содержать хорька в домашних условиях. Все проекты участники презентовали экспертам, в качестве которых выступили педагоги общеобразовательных школ района, преподаватели Северо-Восточного федерального университета и работники организаций. То, что молодые, пока еще школьники, уже на этом уровне занимаются этим вопросом, могут представить свою инженерную идею, посвятить свое свободное время науке и технике. Это имеет большое колоссальное значение для всех и для нашего района в частности. Необходимо отметить, что участие в подобных мероприятиях для многих талантливых детей становится своеобразным трамплином и событием, имеющим большое влияние на их дальнейшее самоопределение в жизни. Научно-практические конференции для участников – это большая проделанная работа и поиск новых решений, которые по достоинству были оценены экспертами. Более того, это площадка – источник будущих научных кадров и новых идей. Ум ребенка более гибкий, чем у взрослого человека, а фантазия его безгранична. Такие научно-практические конференции помогают научному сообществу искать новые таланты, а ребятам саморазвиваться и самореализовываться. Галина Якимчак, Кирилл Федоров, НВК «Саха».